Благодаря Абубакару Султыгову письмо, отправленное со фронта, нашло своего адресата спустя более 80 лет. Защищая родину на полях сражений во время Великой Отечественной, наш земляк, уроженец Чечено-Ингушской ССР, отправляя треугольную весточку домашним, вряд ли подозревал, что письмо будет испытано не столько расстоянием, сколько временем. Все началось с этой тесной лавки ювелира-антиквариата. Абубакар в переписке с другими членами сообщества коллекционеров узнал, у кого-то хранится памятный для народа артефакт, и твердо для себя решил вернуть его домой. Я состою в нескольких сообществах коллекционеров. Много друзей у меня среди других народов. И вот один из моих друзей предложил мне купить у него военные письма, написанные фронтовиком в 1943 году, в 1943 году с фронта домой. Отправлены в Чечено-Ингушетию. Там и адрес есть, там имя, фамилия можно разобрать. Я им обговорил с ним цену. Он говорит, давай я тебе деньги переведу. Я их, говорю, отдам в музей, говорю, наш. Это все-таки воин Чечено-Ингушской АССР. Он, когда услышал, что я передам их в музей, видать, тоже такой вот порядочный человек. А я тогда, говорит, не буду вам продавать их, я бесплатно отправлю. Я говорю, ну зачем? Да давай я заплачу, у меня нет проблем. Нет, никак. Вот, отказался он взять деньги с меня и отправил письма вот бесплатно. Как только Абубакар получает то самое письмо на руки, сразу же связывается с руководством Музея изобразительных искусств. Весточка, написанная фронтовиком из Братской Республики, однозначно должна дойти до адресата. На этих кадрах как раз передача фронтовых писем в дар чеченскому народу. Оттуда делегация приехала с их вот комплекса, огромный музей, комплекс там во главе с замдиректора музея, я уже фамилию подзабыл. Вот они приехали, я им вручил эти письма в музее у нас. Состоялась эта встреча, вручил письма, они мне грамоту дали. И медаль, орден, вот есть вот эта медаль. Там же в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии сотрудники мемориального комплекса славы Чеченской Республики сразу же прочитали письмо. Так о чем же фронтовик сообщал в своей весточке родным? Обрадовалась делегация? Вот конечно, люди, обрадовались, да, очень обрадовались. Там вот девушка чеченка, она владела в совершенстве, вот, умела читать, писать чеченским. Она прочитала, бегло, что там было написано. Для меня трудновато было, хотя я тоже владею чеченским языком, но она прочитала, бегло там содержание письма. Там этот солдат домой писал, чтобы не переживали, там все нормально у него с ними. Еще земляки есть там чеченцы, он называет имена их, перечисляет. Я думал, не отправляйте, говорит, не надо, меня переводят в другое место. Статуэтки, кувшины, серебряные пояса, старинные медали, ордена. Абубакар Султыгов фалеристикой увлекается еще с 50-х годов. В его коллекции более 600 рамок. Дедушка делится. Изучать историю, дизайн и символику различных наградных значков начал в 1 классе. Тогда это было просто хобби. Сейчас же отчасти движим болью, которую причиняют черные копатели, вывозя ценные свидетельства культурного и героического прошлого ингушского народа за пределы родной республики. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.